Всем привет, ребята! Салам алейкум, видеолонет, бонжур. В общем, всем привет, братва. Лето, хорошая погода, 23 градуса тепла, ребята. Великолепная погода, прям четко. Все уже по-летнему, все шикарно. Сегодня такое, ребята, видео, небольшой влог, так скажем, немножко покажу, расскажу. Разыграем, ребят, подарок на 100 тысяч. Обещал, делаем. 100 тысяч, ребят, на канале Рыбалка с Дрюней. 5 лет отдал блогу. В общем, спасибо, родные. В общем, для вас приготовил мощный подарок. Дорогой, хороший. Прям за него можно пободаться. Привезли доски, ребят, на днях. Полтинник. Вчера завезли дюймовку. Гараж надо добивать. Потихоньку, помаленьку. Понятно, что все в бабки упирается, но как бы ни было, ребята, в этом году доделаем гараж. Осталось совсем немножко. А внутри уже там потихоньку, помаленьку буду ковыряться. Надо, ребята, зашить вот эти прогалы, как они. Специально, ребята, сделал большой выход, 70 сантиметров, чтобы здесь можно было что-то подвесить. Какие-то дрова, допустим, сложить с двух сторон. Ну и внутри, ребятки, надо сделать стеллажи, подлодку, навесы. Так как гараж высокий, ребята, лодку буду я подвешивать, скорее всего. Печка, в общем, здесь бардак, очень даже туда смотреть не хочу. Но все же, немножко сложил. Доску только напилили, ребята, она прям сырущая. Немножко пускай повянет на солнышке. А потом с Никитосиком добьем. Никитос сейчас занят. Ну, я еще тут надо купить жесть, саморезов. Ну и пару дней уделим. Тут уже надо добить. В общем, как-то так. Ребята, новый помощник у Дрюни. Лодочный мотор. Вчера забрали с транспортной компании. Прям новая, ребята, новая техника. Кто помнит, ребят, что у меня осталась лодочка новая. Тритон 320. Как раз под десяточку. Так как сейчас, ребята, на ПНД лодка уже стоит, ну, я имею в виду, она уже стоит на базе у меня. И, естественно, если куда-то выезжать, нужен прицеп. Как минимум, этого пока у меня нету. Соответственно, я в какие-то дальнейшие путешествия выехать не могу. Именно где нужна лодка. Заехать на озеро, сплав, не сплав. В общем, ребята, новая техника. Давайте распакуем вместе, поглядим, как сейчас выглядит китайский мотор в 23 году. Погнали. Встречайте, ребята, мотор 9.8 от компании Микацу, Корея Индустрия. 9.8, друзья, взял себе нового помощника. Вот как раз под Тритон, ребята, у меня максимальный мотор, только десятка. Вот именно вот этот мотор пойдет туда. Но опять же 9.8, друзья, это вообще хороший мотор по скоростным качествам. Во-первых, легче на 10 килограмм, чуть 9,9, 26 килограмм. Эта коробка, друзья, весит 35. Забирал с транспортной. Немножко, смотрю, досталось коробочки. Но надеюсь, что все хорошо, так как он в пенопласте должен быть. Давайте, друзья, распакуем, посмотрим. Бабам! Ну да, пенопласт, в принципе, не поломался, все хорошо. Так как, друзья, живу я не ближний свет. Опа! Бабам! Ну что, вот смотрите, ребята, аж блестит, красавец. Что мы видим? Бачок этот на 14 литров, на 9,9 уже идет
24 литра. Сеточка. Ну, в общем, точно такой же, ребята, бак, как у меня на Гладиаторе. С датчиком, ну, топлива показатель. Но это, ребята, все это бензин и так видно в баке. Так, бачок. Ага. ЧК. ЧК есть. Топливный шланг. Тоже мягенький такой, классный. В районе 3 метров он идет. Все. Один в один, ребята. Шланги прям, ну, вот эти крутые. Просто у многих, знаете, ребята, есть такие толстые. Они немножко на морозе вообще дубеют. Так. Документы. Так, здесь рекомендация по обкатке. Сервисная книжка. Ну и сам паспорт, ребята. $9,8. Так. Ага. Так. Так, запасной болт, ребята. Болт это вот именно на редуктор. Крыльчатка. Пару накладок, шпонка и шнур для запуска запасной. Ну и ремкомплект. Здесь стандартный набор. Свечник, отвертка, плоскогубцы. В принципе, как у всех. Ну, я не знаю, как у всех китайских моторов. Просто я знаю, что многие даже вот этого не ложат. Так, с этим разобрались, ребята. Так, чеку положили. Ну, в общем, ребята, сам мотор. Давайте мы-ка его поднимем. Опа. Бабам. А вот он, ребята. 10 лет гарантии. Так. Что мы видим, друзья? Что мы видим? Сейчас мы его поставим в аккурат. И уже посмотрим. Смотрите, такой чехольчик. Так, ну все. Газулечка. Ай, красавец, ребят, смотрите. Не коцано, ничего. Ну, здесь все по-другому немножко. На 9,9 у меня лапка здесь как, ну, как на Ямахе. Здесь немножко все по-другому. Дроссельная заслоночка. Угу. Все смазано, смотрю, смазочки. Шикарно. Так, колпак открывается вот здесь. Ай-яй-яй. Лялечка, ребята. Лялечка. Вот такой, ребята, двигатель. Вперед, нейтраль, назад. Все смазочки, все четко. Да, вообще, ребята, по внешнему виду без всяких нареканий. Вот у них сейчас идут наклеечки, 10 лет гарантии. Резиночка. Ну, вроде все сделано, ребят, добротно. Угу. Все шикарно. Ну, в принципе, кто, ребята, с моторами связан, тут все понятно, все. Для меня все явно понятно. Здесь положение ставлю на вторую сразу. Все шикарно. Винт у нас какой, друзья, стоит шаг? Шаг пока не пойму. Ну вот, братцы, смотрите. Красавец. Вот такой моторчик. Двигатель весит, ребята, 26 килограмм, плюс-минус на 10 грамм. Я еще раз говорю, легче, чем 9,9.
все, будем, ребята, обкатывать. Пока хорошая погода. Будем обкатывать. Будем обкатывать. Ах, красавица лялька. Не знаю, ребята, многие, конечно, сторонники, у кого есть японские моторы, никогда Китай не возьму. Но первый мотор у меня был Хайди 5. Я отходил сезон. Потом взял вот Гладиатор 9.9. А третий сезон, ребята, я на ходу. И, в общем, Микацу один из таких самых бюджетных, ребят, китайских моторов. Но сейчас делают, в принципе, все грамотно, все добротно. Сейчас уже стандартные японские моторы уже, ребята, они уже не японские. Там уже все равно натыкано китайских запчастей. Ну а так в целом моторы бегают без нареканий, как бы. Для моих целей китайского мотора вполне достаточно. Без проблем можно найти запчасти, заказать. Тем более, когда в деревне ты отвязан от большого мира, так скажем, от большого города, где я зашел, купил в магазине. Сейчас все можно заказать без проблем. Так что, не знаю, друзья, в этом году на китайце прокатался даже 300 километров, за рыбалку ходил. Бегает. Я доволен. В общем, поживем и видим. Пока ничего не могу сказать. Первый запуск, не первый запуск. Все это вы увидите. Впереди сплавы. Вот именно этот моторчик, ребята, будет помогать уже проходить большие маршруты. Какие-то именно по лесным речкам. Куда-то будем заезжать, брать его стационарно. Так как куда-то, если собраться, взять с собой лодку, мотор. Вот я еще раз говорю, у меня ПНД не получится. А здесь вот именно этот мотор будет именно для таких целей. Куда-то поехал, кто-то в гости пригласил, я поехал. Или кто-то ко мне приехал. Уже есть второй мотор, причем не какая-то 5, там 6. 10, в принципе, нормальная скорость, 30 км в час можно бегать. И уже у меня уже есть, будет, так сказать, дополнительная техника. Если кто-то приедет без техники, нужна будет вторая лодка и так далее. Уже у меня все будет. Поздравьте, братцы, я доволен. Пока доволен. В дальнейшем будем смотреть, тестировать, заводить и так далее. Друзья, как я обещал, на 100 тысяч делаю розыгрыш. Розыгрыш, ребята, кто смотрел стрим, когда я выпускал в день рождения, я показывал, ребята, что буду разыгрывать. Ну, может, кто-то пропустил. В целом, буду, друзья, разыгрывать эхолот Диппер. Дорогой, хороший подарок. Не знаю, сколько, ребята, сейчас он по деньгам, потому что брал я его в прошлом году в районе 45 тысяч. Вещь четкая, прям универсальная, можно пользоваться и с лодки, и с берега, ну и зимой, естественно. В общем, давайте, ребят, немножко покажу поближе, что за штука, как она работает вообще в целом и так далее. Вот такая игрушка, друзья, Dipper Chirp Plus 2 Smart Fishing Solution. В общем, такая система, ребята, работает от телефона, то бишь регистрируешь приложение Dipper, и получается, он тебе показывает именно по телефону. Так, что у нас, ребята? В общем, смотрите, сам эхолотик выглядит вот таким образом. Сюда закручивается вот такая штучка, получается, и мы уже кидаем его с берега, смотрим бровки. Это у нас яркая, не знаю, для вечера или в темное время, я уже не помню, друзья, надо смотреть все это дело. Так, здесь, ребята, он закручивается на приспособление к лодке. В общем, используешь как простой эхолот именно с лодки. Тут у нас получается вот такая сумочка. Все вот эти квитанции, данные, ребята, все инструкции. Короче, все здесь. Все здесь я оставляю. Заряжается, ребята, он от USB. Сейчас только надо разобраться. Уже сам, ребята, не помню. В общем, да, заряжается, ребята, вот он от USB. Здесь именно. Ну, зарядки хватает, поверьте, там, друзья. Очень-очень-очень много. Блин, мне комарики хавают. Прям невозможно. Так, что еще? Что еще, ребята?
Что про него можно рассказать, я уже сам, друзья, не помню. Так, USB, да. Характеристики, друзья, я вот не помню. В общем, можете посмотреть сами. 15 метров, да, 15 метров, друзья. Лучи по краям бьют. 30 метров, в общем, он дает диапазон. Что-то там до 200 метров длина. Уже не помню, друзья. Вроде 200 метров, да. Да, в общем. Ну, короче, друзья. В общем, вот такой подарочек хочу разыграть на 100 тысяч. Разыгрывать, ребята, буду я его не в Ютубе. Понятное дело, что рандомным образом как-то мне не нравится. Там через программу выбрать победителя тоже как-то, ну, скучно. Хочу, чтобы за хороший подарок реально достойный, поборолись прям сами люди, которые хотят получить этот подарок, которые на канале постоянно смотрят, поддерживают. В общем, в ютубе, ребята, какой-то комментарий выбрать это будет сложно. Я понимаю, что будет играть 1000, а то и 2000 человек. Смотрите, ребята, как я буду делать этот конкурс. У меня есть ВКонтакте моя личная страница, но еще есть группа ВКонтакте, где я публикую свои фотографии, где каждый из вас может предложить свою фотографию. Я публикую, и мы как бы делимся постоянно своими трофеями, уловами, кто-то где, как. Короче, есть группа ВКонтакте, ребята, и конкурс буду проводить именно там. Вы заходите в группу ВКонтакте, кто не подписан, друзья, у меня там 2700 подписчиков. Подписывайтесь на группу ВКонтакте обязательно и публикуйте, предлагаете мне новость, фотографию с какими-то трофеями, походами, неважно, ребята, там будет до 10 фотографий, можете целиком именно общую 10 фотографий выложить. Я это публикую, каждому ставлю лайк и даем, там, не знаю, недельки, ребята, 2-3, пускай люди смотрят, оценивают. Вы подтягиваете своих родных, близких, там, дочку, брата, сестру, чтобы именно под вашим постом поставили лайк. И чем больше, ребята, лайков будет под постом, а я буду каждый пост выкладывать и лайк ставить от себя, тот и будет победитель. Мне кажется, борьба будет мощная. Давайте сделаем, ребята, как сегодня у нас 29 июня. Давайте сделаем, наверное, пару недель. Давайте там 15 июля мы озвучим победителя. Соответственно, я буду все это показывать на ютубе. В общем, друзья, после того, как я опубликую это видео, ссылку, ребята, оставлю я на группу в закрепленном комментарии в описании. Залетайте, постарайтесь выбрать самую там мощную какую-нибудь хорошую фотографию, которая вам нравится. Выбрасываем, ставим лайки, там жена, пускай там все, короче, лупят. Ну и все эти фотографии разлетятся также по соцсетям, и люди также будут оценивать и лайкать. А мы самого матерого, который будет много лайков, озвучим, и этот эхолот, ребята, отправлю именно тому человеку, который наберет больше лайков. Понятное дело, кто много в соцсетях не сидит, как-то участвовать не будет, ребят, но по-другому как-то тоже в рандомным образом мне выбрать человека тоже неохота. Вот, пусть победит сильнейший, ребята. В принципе, все понятно. Прошу, сразу скажу, что давайте там без всяких ссылок на свои там какие-то страницы, какие-то там, понятно, что какие-то и мошенники будут там, возможно, я это буду, не я буду, а будет моя страничка банить, потому что я поставлю ограничения, администрация будет ссылки банить. В общем, если вы там публикуете фотографию, какую-то ссылку там с каким-то походом или на какое-то видео, ребят, это не пойдет. Чисто пишем: я участвую в конкурсе, и публикуем 10 фотографий. До 10 фотографий можно одну, можно две, можно 10. Сами смотрите, как вам удобно. Никаких видео, маленьких видео, ссылок, конкретно фотографии, ребята. Все, давайте, пусть победит сильнейший. А после публикации этого ролика мы начинаем розыгрыш. Ништяк.
У тебя еще сверху бак есть, да? Да, О. 2,5. 2,5? Но я им не пользуюсь вообще. Ну правильно, что на чем. У меня я всегда, сколько я ездил, в сутки катаешься, 7 литров у меня всегда остается гидростек. Для двоих, как говорится, за глаза. Так, ребят, ну что, погнали мы. Будем спускаться сейчас до самого низа, примерно понимаем, сколько пройдем. Так, чисто вечерок побалуемся. Сосямба приехал, все. Ну что, мы спустились порядком, я не знаю, километров 20, может, 17. Вот отсюда начнем потихоньку ковырять, пробовать. Давай, давай, наливай. Что там, Стас, с какого начинаешь? Вот этого белого, да? Да. Так, а я с какого начну? Потом к старым китайским. Так, ты если с белого начинаешь, я тогда с арбузика этого начну. Я к нему потом обратно к такому перейду. Да? Ну я вот сейчас ходил, вот натуралку ходил. Вот она работала нормально. Вот для этого я сейчас и взял такой. У тебя, видишь, у тебя пузо такое, видишь, и спина Нет, черная. Пусть. Главное, бог, мне кажется. Ну давай я тогда с зеленого начну. У меня 2 метра, 130-й. У тебя, наверное, 100-й или 90-й? 110. 110-й? Сотка. Соточка? Ну я говорю, сотый у тебя. Давай попробуем. Правда, денек. Не знаю, будет днем брать, не будет. Мелкая-то должна быть, все равно, однозначно. Сейчас спустимся, тут там потом мелко, друзья, и начнем. Приехали. Долетели, что, быстренько, да? Мне надо его кинуть пару раз. Ну все, друзья, где-то вот отсюда. И начнем мы, наверное. Раз. У меня загнул. Не маленький. Мне надо, чтобы ты тоже как бы не по берегу шел, а вот так примерно. Ну все. Блин. Хотя здесь вот прям под берегом глубоко, вот обычно щука, вот она тут и стоит. Вот именно в этом районе. Вообще классно. Нормально? По скорости что, как? Побольше? Так? Ну, в принципе, у меня работает. Нормально. У меня вообще классно, он чуть-чуть играет. Ну все. Все, погнали. Что значит нормально? Ну, давай. Какой-то окунь, наверное, слышишь? Нет. Чурагай? Я говорю, это... Вообще окунь какой-то мелкое что-то.
Забагрил кого-то. Он меньше. Вот такие щуки у нас, да? Жесть, блин. Ой-ой-ой. Даже не чувствуется, что что-то повисло, а что повисло, блин. Еще, блин, внутри. Давай, подруга. Вот так вот, блин. Мелко, Стас. Ну уже хоть что-то начало пошло. Ну Я да. как я и сказал, вот эти кусты. Мелкая еще рогаечка, ну. Что, так возьмем? Че, пускаем? Бери, жареная. Давай, возьмем. Мочи. На, туда определи куда-нибудь ее. Как ты его вес? А, сейчас сюда повешу. Я какую-то мелкую поймал. Слышишь? Я понял. Да, щуки-то вообще звери, конечно. Тихо, 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 тихо. Да. Есть? Окунь ушел. Окунь ушел. Прикинь. Окунек, да? Окунек. Давай, кидаем. Давай. Я тебе говорю, туда вкидываешь, окунь ушел. Дотащил. Но он же и прыгал, наверное, да? Ну, я его увидел, короче. Ну, в натуре. Вот от окунь, смотри. Хороший, нифига себе. Тихо, 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 тихо. Сейчас уйдет. Так сильно подмотал так. О, вообще это сачок. Да, я заберу его. Блин, хорошая окуня, смотри. Нормально. Тут надо что-то другое, слышишь? Брат. Окунь-то второй уже долбит. Ух ты. Он Окунь. такой неплохой. Так, да, я тебе говорю. Неплохой. Все, ты забрал, да? Да, слушай. Второй окушок. Давай покидаем еще. Давай. Сюда. Не-не-не, давай в садок. Да, слушай, нормальный. Грамм 250, Я блин. говорю, вот первый ушел, второй. Так. Я же тебе говорю, есть. Сейчас еще раз пройдем. Что-то аж трещит. Так. Ложечка, наверное, есть. Тосямба завалил у нас, наконец. Ложечку. А может. Идет сюда на нас. Давай, братан, без фанатизма. Ах ты, бля. Красиво делай. Да где там килошечка, блин? Она Нету? А, опять прозрачная, блин. ну ладно. Что-то хоть интересно. Так, давай заберу ее. Потяни еще. О, 500 грамм. 100 грамм. Забирай на копчуху. Вон, смотри, еле-еле сидит. Ай, блядь. Сидеть. Да нет, давай спущу. Вставай. Хорошая, слушай. Хорошая, братан. Не зря сюда приехали. Ну, слушай, уже пойдет. Тут уже щучка. Тихо, тихо. Утворяй. Чудит, да? Да. Давай с хвостика ее красиво делай. Сейчас тут в аккурат я ее возьму. О. Ага. Красава. Смотри, как заела. Понял? Тихо, 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 тихо. Все, вышло. Выскочила, да?
Во, это уже кило с лишним. Ну, слушай, уже, да, уже пойдет. Уже красавчик. Да. О, Поздравляю. нормально, все. Ну да, что-то уже ближе к делу. Такая, да, пойдет. Ну все, друзья, дома уже. Жарко, жарко, блин, вообще ни о чем. Короче, днем кататься тоже ни о чем. Лучше вечером или утром. Ну так, немножко поймали. Сейчас под конец тоже там хорошенькая такая, килограмм больше. А так все мелочь, мелочь. Загорели, ребята, смотрите, как ноги. В общем, такой видосик, братцы. Давайте, всем хорошего, на связи. Увидимся. Пока.